Экстремизму и терроризму нет. Встреча с таким посылом прошла в мемориальном комплексе жертв репрессий. В беседе приняли участие студенты Ингушского медицинского колледжа имени Тутаевой, представители антитеррористической комиссии региона, МВД, религиозные деятели. Амина Бокова с подробностями. Лет 10 назад, 15 назад у нас экстремизм как-то развивался больше на уровне общения людьми между собой. Брались какие-то религиозные деятели, так называемые себя религиозные деятели. Они вели пропаганду методом сбора молодежи в этих молельных комнатах, мечетях. Сегодня ситуация в корне поменялась. Мессенджеры и социальные сети стали настоящим приютом для вербовщиков террористических группировок. Искать там жертв гораздо проще. Все как на ладони. Место проживания, возраст, интересы будущей жертвы. Даже количество друзей и фотографий в вашей анкете. В любом из приложений скажут о вас вербовщикам гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Царь переписки, латыш бы, царь общения, юлыш бы, царь ел призываешься, юх царь жупыш делаешь, хайер, сири хайер, то сири докури, кейна бы, мягкий бы, таиха бы, табахачу дяца мягка бы, таболгаш хазац боктиш дияга, сусвя бы, адл варца дулыжи, меттикиш бол, адлыш біз бабачу. Особо насторожиться стоит ребятам, которые подписаны на различные религиозные страницы. Вербовщики зачастую ищут своих жертв в безобидных группах, посвященных исламу. Среди них приоритет отдают жителям Северного Кавказа, рассказывают студентам члены антитеррористической комиссии Ингушетии. Если вы подписаны на такие страницы, удаляться, конечно, не стоит. Но будьте осторожны, если незнакомые люди пишут вам в личные сообщения с предложением обсудить религию или политику. В комментариях тоже нужно проявлять сдержанность и толерантность, не вступать в конфликты. Нужно разговаривать с детьми, объяснять им, что это опасно, что лучше не стоит начать какие-то ненужные общения с различными людьми, которые мы не знаем. Самое лучшее общение для меня – это общение с друзьями, которых ты уже знаешь лично, а также лучше психологическое развитие, больше читать различные литературы. У нас много есть классической литературы, которую мы читаем даже в период, когда мы учимся. Даже сейчас, когда я в медколледже учусь, я читаю различные книги, которые мне интересны. Еще одна опасность в сети – провокаторы. Своей агрессией они могут подтолкнуть к статье за призывы к экстремизму. Например, подготовить приманку, пост или видео, оскорбляющее чувства людей другой национальности и веры. В комментариях начинаются бурные обсуждения. Автор поста может вещать даже из другой страны, скрываться от спецслужб. Ему терять уже нечего. А вот комментаторы пострадают. Малейший призыв, малейший, если вы поставите лайк или же поддержку экстремистской или террористической организации, это влечет уголовную ответственность. Поэтому будьте осторожны. Вы уже полноценный вы должны отвечать за свои поступки и перед обществом, и перед государством. Минимальное наказание – штраф от 300 тысяч и лишение свободы от 2 до 10 лет грозит за призывы к экстремизму. На встрече присутствуют и религиозные деятели. Они повторяют, ислам ничего общего с экстремизмом и террором не имеют. Беседы со школьниками и студентами, посвященные данной теме, не просто формальность. Это действительно важная часть воспитания молодежи, которая уже дает свои плоды. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.